знаменательный день. Храм открыл свои двери для постоянных богослужений, и это открывает новую страницу духовной жизни не только для православных верующих, но и всех жителей Таллина. Путь к храму продолжался 10 лет. В 2003 году светлой памяти патриарх Алексий II освятил закладной камень и с тех пор до самой своей кончины не оставлял строительства своим вниманием. Мы благодарны за пастырскую заботу о духовной жизни Таллина и участие в становлении этого храма патриарху Московскому и вся Руси Кириллу. Для меня большой честь, что мне осуществилось быть рядом с моими патриархами в связи с возведением храма. Уверен, что в сердцах многих тысяч таллинцев осталось глубокое впечатление о посвящении храма его святейшеством патриархом Кириллом. Его святейшество подчеркнул во время нашей недавней встречи в Таллине, что не оставить своим вниманием таллинцев и их новый храм. Общая цель строительства храма, как ни что иное, объединяет людей. Хочу высказать огромную благодарность фонду Андрея Первозванного и лично председателю его попечительного совета Владимиру Якунину, которые оказали столь необходимую поддержку. Также приношу благодарность всем эстонским и русским бизнесменам. Они не остались в стороне от этого благородного дела. И, разумеется, всем людям, которые нам предложили последних лет, делали и продолжают делать свои пожертвования. Город Таллин на всех этапах строительства принимал в нем самое горячее и искреннее участие. Мы благоустроили территорию вокруг церкви, позаботились об инфраструктуре, освещении, парковке и будем продолжать это дело. Я надеюсь, что дар города в виде бюста патриарха Алексия II гармонично вписался в ансамбль храма. Мы должны принести митрополиту Таллинскому и вся Эстонии Корнилию огромную благодарность за неустанные труды по возведению храма и сохранению иконы Божией Матери Скоропослушницы, которая содержит в себе духовный смысл этого храма. Отныне это действующий храм, но он всегда будет требовать внимания и заботы. Предстоит еще заняться его внутренним убранством. Скоро начнет свою работу в воскресенье школа. И я надеюсь, что и молодое поколение жителей Астаны также сможет найти свою дорогу в храм. Сегодня действительно важный день, потому что сегодня после долгих усилий открылся новый духовный очаг. И я не преувеличу, если скажу, что это историческое событие, как для православных верующих, так и для всей духовной жизни нашей страны. Поздравляю всех с открытием нового храма для постоянных богослужений.